Они играют с тремя опорами, на которых многими веками стоит религия ислам. И когда они начали играть этим, распространилось то, что видим сейчас. Из тех фактов, что происходит в наших городах Сирии и в других местах. Вчера один из мусульман взорвал себя в мечети, чтобы убить одного из хороших авлия Аллаха и известного ученого из числа мусульманских ученых. Он думает, что делает правильно, убивая ученого из мусульманских ученых. Какое понимание или разум должен быть у этого мусульманина, который, я уверен, помолился, прежде чем прийти, и был с омовением, чтобы умереть. Будучи при омовении, какой разум может быть у такого человека, который, не зная религию, направляется внутрь мечети взорвать себя, чтобы убить мусульманина? А тот не был плохим мусульманином, а наоборот, большой ученый из мусульман, возраст которого превышал 80 лет. Мы ведь знаем, что мусульманин в джихаде против неверных не убивает стариков, даже если тот неверный, а этот убивает старца, который не был плохим старцем, а был исламским ученым, обучающим, у которого тысячи учеников во всем исламском мире. Он же Мухаммад Саид Рамадан Аль-Бути. Да будет доволен им Аллах. Какое понимание может быть у такого человека, что он пришел к такому? Поистине, они играют на трех опорах, на которых и стоит ислам. Черпание знаний у знающих. Тот не черпал знаний у знающих, он самоучка. Он понял религию в соответствии своим желанием, а не в соответствии желанием Аллаха. Синтаксис. Если ты попросишь его поговорить на арабском, ты увидишь, как он говорит неправильно. Его неправильное понимание арабского языка. Даже если он читает Коран, он делает паузы на каждом аяте не менее 10 раз. Он даже не знает арабского языка, чтобы понять текст на арабском. Хотя бы даже для понятия общего смысла текста. Тогда что он делает своим непродуктивным пониманием? Понимая в соответствии с своим непродуктивным желанием, не приобретя знаний от знающего ученого. При всем этом он бродит, как заблудившееся животное, говоря людям про Коран и Сунну, в то время, как он сам является очень далеким от Корана и Сунны. Если бы все это не было именно так, то не было бы и смут. И получается, что одни люди подвергнуты смуте другими, И ты увидишь его говорящим на общественные темы, в то время, когда он не знает правильное даже для самого себя, а он пытается руководить делами других. Он потерпел неудачу в управлении своей жизнью и телом, пытается руководить делами других. Он потерпел неудачу в управлении собственной семьей, потерпел неудачу в управлении своим маленьким домом. Он берется решать дела государства. Твоя обязанность, он мусульманин, еще раз вернуться к здравому смыслу, к религиозно-грамотной речи и очистить свое сердце от мирского, чтобы правильно понимать желаемое посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в соответствии с желаемым Аллаха и его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. И ты не подвергнешься смутам во времена распространения смут.